18 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» совместно с Министерством спорта Республики Саха-Якутия был организован мастер-класс чемпиона России 2011 года по бодибилдингу Виталия Рудаковского и мастера спорта по тяжелой атлетике Советского Союза Рашида Ицаева. Именитые атлеты прилетели в Якутск с целью познакомить местных любителей спорта и физической активности с кроссфитом, программой, построенной на постоянно варьируемых функциональных движениях, выполняемых с высокой интенсивностью. Помимо практической части в мастер-классе, конечно же, предусматривалась и теоретическая часть в виде лекций и семинара, по ходу которых Рашид и Виталий поделились своими знаниями в области составления правильного плана занятий и употребления спортивного питания. Мы разговариваем непосредственно о функциональной тренировке. Что это такое? Для чего это нужно? Почему это сейчас интересно? Почему это сейчас стало модно? Ну и, конечно же, мы в этом большом курсе разговариваем о питании, продвигаем, скажем так, здоровый образ жизни и продвигаем те добавки, то питание, которое нужно, необходимо для того, чтобы ваши мышцы нормально функционировали, вы нормально себя чувствовали в обыденной жизни. С 20 по 24 марта во Дворце спорта 50 лет Победы проводился республиканский лично-командный чемпионат по настольному теннису. Принять участие на данном соревновании приехало немалое количество спортсменов. 54 команды, представляющие 27 районов, из которых 12 сильнейших получали право участвовать на 6 спортивных играх народов Республики Саха-Якутия. По результатам чемпионата сильнейшим среди мужчин оказалась команда, представляющая Мирнинский район. Второе место заняла команда Чурапчинского района. А на третьем месте соревнования закончили теннисисты Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Среди женщин звание сильнейших завоевали спортсменки команды Хангаласского района. Второе место заняла команда Чурапчинского района, а третье место досталось команде Ниренгринского района. Как всегда, сюрпризы показывают молодежь, молодые спортсмены, которые прибавили заметно за последний год и которые практически наравне играют с мастерами спорта. Также сюрпризом была обновленная команда Мирнинского Луса, которые взяли себе легионера, прописали сильного мастера спорта Бутулева Михаила, и теперь они явные фавориты в мужском первенстве. 21 марта сразу в нескольких спортивных объектах и бильярдных клубах нашего города стартовал чемпионат республики по бильярду в памяти первого чемпиона республики, активного пропагандиста бильярдного спорта Геннадия Тен. Чемпионаты по бильярду начали проводить с прошлого года, но за это время данный вид спорта успел завоевать любовь многих спортсменов, которых с каждым проведением становится все больше. При розыгрыше чемпионата выбирается одна определенная дисциплина, по которой проводится весь турнир. В этот раз участники соревновались по динамичной пирамиде. В категории ветераны первое место занял кандидат в мастера спорта Александр Зайцев. На втором месте турнир завершил перворазрядник Сергей Рать. Третье место поделили Игорь Слободяник и Алексей Иванов. В категории профессионалы победителем стал мастер спорта международного класса Александр Чепиков. Второе место занял Роман Петров. На третьем месте оказались кандидаты в мастера спорта Евгений Баишев и Сергей Семенов. С 22 по 23 марта Центр спортивной подготовки «Триумф» стал местом проведения республиканского лично-командного чемпионата, посвященного 75-летию одного из лучших абсагаистов всех времен, трехкратного чемпиона России по вольной борьбе, единственного почетного мастера спорта Советского Союза из Якутии Петра Алексеева. Звание сильнейших в своих весовых категориях и, конечно же, в абсолютке оспаривали 418 спортсменов. Турнир проходил по двум возрастным категориям – мужчины и ветераны. Абсолютным чемпионом данного розыгрыша в тяжелой схватке стал уроженец Усть-Алданского района Семен Семенов. Что касается командного зачета, то сильнейшими оказались спортсмены из Верхневилюйского района. Второе место заняла команда Намского района, а третье место досталось борцам из Хангаласского района. 26 марта в пресс-конференц-зале Дома печати в рамках 3-го республиканского фестиваля журналистов «Пресса земли Олонхо» состоялся чемпионат по масс-рестлингу среди сотрудников средств массовой информации. Организатором соревнования выступил Союз журналистов при поддержке Центра национальных видов спорта «Моадун» имени Василия Манчары. Участие на данном турнире приняли более 20 журналистов, представляющие различные редакции, как печатных изданий, так и телевизионных передач. Стоит отметить, что были и сотрудники районных редакций. Турнир проходил по 4 весовым категориям. У мужчин до 70 кг и выше, а у женщин до 65 кг и выше.
Приглашаем любителей лыжного спорта на самые массовые зимние соревнования. С 8 марта по 5 апреля в муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия проводится первый этап 32-й открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014». Второй финальный этап пройдет 6 апреля в городе Якутске. Местность Зеленый Луг. Старт в 11:40. Справки по телефону 34 17 08. С 28 марта по 1 апреля в городе Алдан Алданского района Республики Саха-Якутия в Центре подготовки лыжников Алдан состоится личный командный чемпионат Республики Саха-Якутия по лыжным гонкам среди мужчин и женщин. 7-й этап Кубка Республики Саха-Якутия. Старт 29 марта в 10:00. Контактный телефон 8 914 109 79 53. А 31 марта в рамках чемпионата республики состоится торжественное чествование российского лыжника, олимпийского чемпиона 2010 года, двукратного чемпиона мира 2013 года в личном командном спринте, заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпиады Сочи 2014 в командном спринте Никиты Крюкова. С 29 по 31 марта во Дворце спорта 50 лет Победы состоится 10-й чемпионат и первенство Республики Саха-Якутия по фитнес-аэробике в зачет 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Открытие соревнований в 11:00. Заявки и справки по телефону 8 914 229 59 12, 8 914 280 88 96.